В эти выходные в республике отметят День чувашской печати. Праздник был учрежден в 2000 году. По данным Управления Роскомнадзора по Чувашии, в регионе издаются 73 печатных СМИ на русском и чувашском языках. Наша съемочная группа побывала в редакции газеты «Таваньень» и узнала, чем сейчас живут районные издания. Газета «Таваньень» выпускается в Чебоксарском районе с 1932 года. За почти 90 лет не раз менялись ее названия, но неизменным оставался интерес читателей. Еженедельно по четвергам в печать выходит 2700 экземпляров газеты на русском и чувашском языках с постоянными рубриками, где, например, публикуются архивные фотографии или поднимаются проблемные вопросы района. С этого года газета запустит два новых проекта – «Памяти героев» и «Хранящие заветы предков». А также районные издания продолжат сотрудничать со школьниками, которые все больше интересуются работой журналиста и активно пишут статьи. Нам очень понравилась работа с нашими юными корреспондентами. В рамках проекта «Школьный корреспондент» организовываем встречи. Вот последняя из них была у нас в лицее. Мы приурочили ее ко Дню печати. К этому же празднику в редакции приурочили встречу с внештатными корреспондентами. Их 12, столько же, сколько и основных работников. Многие сотрудничают с «Таваньень» больше 20 лет. Например, Николай Платонов, который выпустил уже 7-ю книгу со своими публикациями. Говорит, потомкам будет интересно. А чтобы привлекать молодежь в век развития сетевых технологий, «Таваньень» с 2017 года активно продвигает в интернете свой сайт и странички в социальных сетях. У нас идет ранжирование всех новостей всеми Яндекс.Новости. То есть любой пользователь интернета, который заходит в Яндекс, он может зайти во вкладку «Чувашия» или «Чебоксары» и посмотреть новости с нашего сайта. Благодаря этому у нас достаточно высокая посещаемость. В «Таваньень» говорят, команде есть чем гордиться в свой профессиональный праздник. Тираж газеты по итогам подписной кампании растет. Ирина Ромадова, Алиса Александрова, Виктор Степанов. Вести Чувашия.